Как был убит кровной местью лидер осетинского ополчения, один из организаторов этнической чистки ингушского населения пригородного района 1992 года Бимбалат Дзуцев. Уничтожение кровавого преступника, садиста и палача Дзуцева, повинного в массовом геноциде ингушского народа и исходе мирных жителей Западной Ингушетии от террора его банды убийц и мародеров, для ингушского народа столь же знаковое событие, каким была поимка и казнь Эйхмана для евреев. Не больше и не меньше. Бимбалат Дзуцев, известный как Биба, в 1992 году возглавил незаконное вооруженное формирование, названное им народным ополчением, которое совершило десятки кровавых преступлений в отношении ингушского населения. Непосредственно Биба были убиты сотрудники МВД Северной Осетии ингушской национальности, расстреляны десятки захваченных в заложники ингушей, захвачено и присвоено имущество ингушей, проживавших в пригородном районе и Владикавказе. В последнее время Биба Дзуцев занимал пост в Аланском терском казачьем войске, где себе присвоил звание генерала. Человек в маске расстрелял его из автомата, когда Дзуцев подходил к своему офису. В начале 90-х он возглавлял банду, устроившую резню ингушам в пригородном районе. О подробностях его убийства можно узнать по материалам книги Дзагуровой «Сыны Отечества». Жизнь Биба Дзуцева трагически оборвалась 20 апреля 2006 года. Лидер осетинского ополчения, герой Северной и Южной Осетии и Абхазии, был убит 3 выстрелами из автомата во дворе своего офиса. В 9:50 утра казачий атаман Бимбалат Дзуцев на Волге въехал во двор офиса ОАО «Ход» охранной структуры, владельцем которой он являлся. В тот момент, когда атаман вышел из Волги, во дворе появилась десятка зеленого цвета, из которой выскочил человек в маске и открыл огонь из автомата. Все 3 ранения, полученные атаманом, оказались смертельными в лоб, правый глаз и сердце. Водитель атамана не пострадал. Сразу после этого убийца сел в машину, которую сам и вел, и скрылся с места преступления. Через несколько часов на окраине Владикавказа была найдена обгоревшая десятка. В ней находился автомат Калашникова калибра 5,45 мм. Правда, провести баллистическую экспертизу, а тем более снять отпечатки пальцев с оружия, оказалось невозможно, автомобиль выгорел дотла.